Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Первый ребенок Нового года – мальчик Шамиль Цкуа. За время праздников в Сухумском роддоме родились 18 детей. В декабре прошлого года из-за 10-часовых верных отключений производители хлебобулочных изделий повысили цены на хлебобулочные изделия. Зимние праздничные каникулы для родильного дома не выходные, а обычные рабочие дни. Пока все отмечают Новый год, сотрудники роддома встречают появление новой жизни. Всего с 1 по 9 января в Сухумском роддоме родились 18 детей. А первый ребенок Нового года, родители которого являются жителями Сухума, получил сертификат на 100 тысяч рублей от администрации столицы. Репортаж Шазины Ханагуа. Маленький Шамиль мирно посапывает, а его мама Лиса Инапшбацкова до сих пор не может поверить в свое счастье. Едва появившись на свет, малыш стал обладателем сертификата на 100 тысяч рублей. И поэтому спустя 5 дней после рождения позировал перед телекамерами. Первый весомый подарочек Шамиль получил от администрации Сухума. Родителей поздравил и вручил сертификат заместитель мэра Автандил Сурманицы. Абранас есышук сабас япцани хаму бакалак яхадара Беслан Федор Ипаешба есышук сапхе юа хоче акалак джинхо обрат япцани хаму шнузик мата сертификат апхе юа хоче насари шанапсившалак шангылалак амтан шумош мутсагзаба банкар шниням мишхой дабри хамтас хахзали шахто. Шамиль – второй ребенок в семье Гудисы Цкуа. Счастье весом 4 килограмма 100 грамм и ростом 53 сантиметра мирно спит под присмотром мамы. Малыш появился на свет 4 января в половине 12-го. Он у меня шустрый, кушать любит. Нормально все. Спасибо им большое за все. Я очень благодарна им. Тратить на что собираетесь? На него, наверное, дальше первый подарочек. Врач-неонатолог Адам Пар признается, с чудом рождения она и ее коллеги встречаются каждый день. Однако новогодние праздничные каникулы особенные. По ребенку видно, роды прошли благополучно, поскольку ребенок вовремя, в свое время выходит домой в хорошем состоянии. Ребенок на грудном кормлении, спокойный, кормится грудным молоком. Состояние ребенка нас удовлетворяет, и мы сегодня выписываем его домой. Наверное, все ждут, кто же первый родится 1 числа. И, конечно, это стимул. Стимул, всем это очень интересно, даже мы заинтересованы. И ждем, кто же первый родится, и знают, что получат, и какие-то, если имеют расходы по приобретению вещей для дома, естественно, считают, что они получат деньги и ждут, если правду сказать. Всего с 1 по 9 декабря в Сухумском роддоме на свет появились 18 детей. К новогодним детям всегда пристальное внимание. Однако их родители признаются, совсем не важно, когда малыш появился на свет. Главное, чтобы он был здоров и счастлив. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Роберт Кют провел совещание по результатам работы Управления уголовного розыска МВД. В частности, речь шла о принимаемых мерах по розыску депутата парламента Адгура Харази, открывшего стрельбу в стенах Народного собрания, в результате чего был смертельно ранен депутат Вахтанги Голанзе, а также ранен депутат Канкварчи. Роберту Кют доложили, что оперативные службы ведут поиск Харази, устанавливают его местонахождение. Также продолжаются следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лица, совершившего обстрел дома депутата Адгура Харази, имевшего место 24 декабря прошлого года. В целом отмечена динамика снижения преступлений общеуголовной направленности в 2024 году. Сокращение в сравнении с 2023 годом составляет 79 фактов.
С 1 января этого года в Абхазии увеличены таможенные пошлины. Как отмечается в комментарии Министерства экономики, пошлины увеличены в соответствии с достигнутыми договоренностями между Россией и Абхазией в рамках гармонизации таможенного тарифа. Подчеркивается, что увеличение пошлин происходит поэтапно. Реализация программы гармонизации была начата в 2021 году и также предусматривала ряд мероприятий в сфере таможенного дела, разработка таможенного кодекса, изменение таможенно-тарифной политики и других. Новые размеры ставок таможенных пошлин, уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Абхазия, были установлены постановлением Кабмина Республики 31 мая прошлого года. Степень гармонизации данной редакции таможенного тарифа с таможенным тарифом ЕАЭС составляет 50%. Для сравнения, степень гармонизации таможенного тарифа Республики Южная Осетия с таможенным тарифом ЕАЭС составляет 99%, за исключением ставок пошлин на ввоз транспортных средств. Поправки, внесенные постановлением, затронули большую часть товарных позиций. При этом основные изменения выражаются в увеличении действовавших ставок пошлин с 2 до 3%. В Министерстве экономики отмечают, что в соответствии с соглашением о режиме торговли товарами при ввозе в Абхазию товаров, произведенных в России, таможенная пошлина не взимается при предоставлении сертификата страны происхождения. Данное положение приводит к полному освобождению от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров вне зависимости от действующей ставки таможенной пошлины и активно применяются участниками внешнеэкономической деятельности при импорте в Абхазию продуктов питания, строительных материалов и нефтепродуктов. С 1 января повысились тарифы на электроэнергию. Новые тарифы введены в соответствии с постановлением Кабинета министров, принятого 7 апреля 2022 года и изменениями, внесенными в документ 27 декабря 2022 года. Согласно документу, ставка меняется ежегодно до 2026 года. Ужасное событие потрясло Абхазию 5 января, когда в результате пожара в частном доме в селе Папанер Хуагалского района погибли 5 малолетних детей. В эти дни искренние соболезнования семье Чулария приходят со всех уголков республики. Слова поддержки звучат и из-за рубежа. Старшей из погибших сестер было всего 8 лет, младшей – 8 месяцев. Сегодня их проводили в последний путь. Абхазия простилась со своими маленькими гражданами. Для убитых горем родителей невозможно найти слова утешения и поддержки. Проститься с детьми люди приехали из разных районов страны. Вместе с семьей Чулария скорбит вся страна. Люди пытаются оказать всяческую поддержку и помощь пострадавшим. Волонтерское движение «Анна София» и фонд «Самарзахан» объявили сбор средств в поддержку семьи Чулария. Любая сумма, даже незначительная, поможет семье в совокупности, сказано на страницах фонда в социальных сетях. В декабре прошлого года из-за 10-часовых верных отключений производители хлебобулочных изделий повысили цены. Так, в магазинах стоимость булки хлеба возросла с 35 до 40 рублей. Хотя производители уверяли, что со стабилизацией подачи электроэнергии они вернутся к установленным ценам. В новом году ситуация не изменилась. Тему продолжит Алика Трапш. Хлеб всегда был и остается продуктом первой необходимости. Повышение цен на этот продукт всегда остро ощущается населением. В декабре прошлого года из-за 10-часовых верных отключений производители хлебобулочных изделий повысили цены. Так, в магазинах стоимость булки хлеба возросла с 35 до 40 рублей. Хотя производители уверяли, что со стабилизацией подачи электроэнергии они вернутся к установленным ценам, в новом году ситуация не изменилась. Цена за булку хлеба по-прежнему остается в пределах 40 рублей. Нельзя не отметить, что ценообразование на хлеб складывается из многих факторов. В пекарне «Колос» рассказали, что из-за верных отключений хлеб выпекают при помощи дизель-генератора, на работу которого в сутки уходит 300 литров топлива. В связи с большим общезаводским расходом, куда входит и стоимость топлива, пекарня повысила цены почти на все виды хлеба. Мы делаем хлеба, разные хлеба. Есть кукурузные, есть гречневые, есть бездрожжевые, на закваске делается. У нас есть бородинская смесь, есть с тмином, с пряной, отрубной. У нас разные виды. Обычно кирпич серый
белый стоит 40 рублей. А остальные хлеба, что вы видите, вот тут тоже на 5 рублей добавилось. Потому что это все жарится у нас. Дизель включен, как обычно. По словам начальника производства «Колос» Оксаны Пони, пекарня сдает хлеб в магазины по 38 рублей. Назвать сроки понижения цен на хлеб она затруднилась. В пекарне по улице Агарба 3 в Новом районе также наблюдается повышение стоимости хлеба. Здесь также продукцию в магазины поставляют по 38 рублей. По словам продавцов, цены повысились из-за верных отключений. Пекарня работает от источника автономного питания, а это дополнительные расходы. Аналогичная ситуация и в пекарне по улице Киараз в Новом районе. Цена на хлеб повысилась на 5 рублей и стоит 40 рублей. Покупатели отказались говорить с нами на камеру, но в личной беседе отмечали, что повышение цен, конечно же, сказывается на их бюджете, но они с пониманием относятся и к производителям. Во всех магазинах, которые мы обошли, цена на хлеб от закупочной стоимости повысилась на 2 рубля. Этот продукт считается продуктом первой необходимости. Большую наценку на него делать по закону не имеем права. Хлеб, который белый, мы получаем по 38 рублей, продаем по 40. Перед повышением цен, например, это хлебопекарня Турбаза, к нам пришло официальное предупреждение, что с такого-то числа будет повышение на 5 рублей. Соответственно, это не наша какая-то там произвольное желание повысить цены. Как известно, контроль за ценообразованием на хлеб обеспечивается государством. Министерство экономики Абхазии – уполномоченный орган в области государственного регулирования цен. Как сообщили в министерстве, проект постановления об изменении цен на хлебопродукты, разработанный Минэком, был направлен в Кабинет министров в декабре прошлого года. И в данный момент предложение находится на рассмотрении. Аля Катрапшира Мукамки, Абхазское телевидение. Часть Сухума осталась без воды из-за прорыва водопроводной трубы на пересечении улиц Воронова-Ардзинба, сообщил столичный водоканал. Воды не будет до 20 часов 10 января на Старом поселке, улице Эшба, вокзале, в Виеме, рынке, Маяке, в Нагорной и центральной частях города. Ведутся ремонтные работы. 20 нарушителей задержали сотрудники ГАИ в ходе очередного специального рейда. 2 человека управляли автомобилем в наркотическом опьянении, 16 в алкогольном. 2 водителей отказались от медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Квицыня Азамат Тимурович, 1994 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Саргсян Тигран Араратович, 1988 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Кетя Фридон Геннадьевич, 1988 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, ранее лишенный права управления транспортным средством. Эймурхуба Роберт Сергеевич, 1971 года рождения, житель Ачимчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Тертерян Сергу Арутович, 1954 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Харлов Михаил Гордеевич, 1966 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ломакин Леонид Александрович, 1980 года рождения, житель Российской Федерации, Камчатский край, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Головин Роман Николаевич, 1968 года рождения, житель Российской Федерации, Московской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Дарбинян Витик Тилманович, 1983 года рождения, житель Республики Армения, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Квицыня Замир Валерьевич, 1987 года рождения, житель Ачимчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Мырадов Назар Мырадович, 1994 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Бабаев Вилат Вагиф Аглы, 1963 года рождения, проживающий в городе Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кварчели Адгур Валикович, 1988 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кофейников Дмитрий Алексеевич, 1973 года рождения, проживающий в городе Новый Афон, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Абиджба Вячеслав Романович, 1981 года рождения, проживающий в городе Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Сурмилов Дмитрий Борисович, 1974 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении.
Курмазе Дмитрий Аланович, 1979 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чачибай Рафаэль Адгурович, 2004 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Цвижба Динвар Роландович, 1979 года рождения, житель Гулрыбского района, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Гагулия Юрий Алексеевич, 1993 года рождения, житель Гудаутского района, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению гидромедцентра, в пятницу 10 января на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +12, 17. Температура морской воды +11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.